Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Состоялось первое заседание Народного собрания после летних каникул. Боец абхазской армии высек на камне образ перед смертью. Малоизвестная история Отечественной войны народа Абхазии. Большая утрата не стала ученого и педагога Виктора Маланзе. Парламент Абхазии приступил к работе в осенней сессии. Депутаты внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, пересмотрели статьи республиканского бюджета. Избраны 2 судей Верховного суда и назначен новый аудитор контрольной палаты. Обо всем по порядку в репортаже Леонора Гилаян. Депутатов поприветствовал спикер парламента Лаша Ашуба. К работе приступили, заслушав гимн Республики Абхазия. Первые вопросы повестки – кадровые. На должности судей Верховного суда были предложены кандидатуры Екатерины Атлиба и Беслана Берулава. На должность аудитора контрольной палаты было предложено назначить Ингу Черекбая. Депутаты сделали свой выбор путем тайного голосования. Протокол номер 2. Заседание счетной комиссии от 19 октября 2022 года о результатах тайного голосования об избрании Адлиба Екатерины Артуровны на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия. Присутствовало депутатов 32, всего бюллетеней 35, выдано бюллетеней 32, проголосовало 32, недействительных бюллетеней нет. За проголосовало 32 человека, против отсутствует. По итогам тайного голосования Адлиба Екатерина Артуровна избрана на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия, с чем ее и поздравляем. Протокол номер 3. Заседание счетной комиссии от 19 октября 2022 года. О результатах тайного голосования об избрании Берулава Беслана Умаровича на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия. За 26 голосов, против 6 голосов. По итогам тайного голосования Берулава Беслан Умарович избран на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия. Протокол номер 4. Заседание счетной комиссии от 19 декабря 2022 года о результатах тайного голосования о назначении Черекбая Инги Витальевны на должность аудитора контрольной палаты Республики Абхазия. За 32, против отсутствует. Депутат Дауд Хутаба выступил с проектом закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс страны. Документ направлен на исключение существующих в действующем УПК пробелов, касающихся установления подследственности по уголовным делам. Прежде всего, это касается таких преступлений, как организация и проведение азартных игр. Это статья 168 прим. 1. Помимо этого, также прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение других источников жизнеобеспечения, статья 209. Часть 3 статьи 223 Уголовного кодекса – это незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Также статьи 261 «Нарушение правил добычи инертных материалов», статья 333 Уголовного кодекса «Уклонение от призыва по мобилизации». Здесь я хотел бы отдельно попросить особенно уважаемых представителей СМИ. Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит в России или на Украине, чтобы эта информация была именно передана. То есть подследственность по этому делу, уклонение от призыва по мобилизации. То есть у нас этот проект был задолго до того, что произошло, да, по мобилизации. То есть никакой связи нету, и чтобы наше население не восприняло это как-то неверно. Мы прежде всего говорим о том, кто именно будет расследовать данные уголовные дела. Либо органы дознания, либо МВД, то есть органы внутренних дел, либо прокуратура. Вот этот пробел, который есть, он нередко приводит к ситуации, когда наши органы не могут определить точно, кто же именно будет расследовать данное уголовное дело. И это приводит к каким-то казусам и нелепым ситуациям, когда непонятно, кому же расследовать и кому же, соответственно, и как отвечать за совершенные преступления. Данный проект, он предложен нам был со стороны администрации президента, но в работе над ним участвовала и Генеральная прокуратура, и Министерство внутренних дел. Хочу напомнить, что в первом чтении единогласно был принят. Депутаты поддержали и приняли законопроект в окончательном чтении. Изменения в республиканский бюджет на 2022 год были представлены вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба.
Общий объем государственного бюджета Республики Абхазия на 2022 год по доходам прогнозируется в сумме 12 миллиардов 150 миллионов 159 тысяч рублей и по расходам предусматривается в сумме 13 миллиардов 555 миллионов 193 тысячи рублей. Дефицит госбюджета уточнен в объеме 405 миллионов 333 тысячи рублей. В представленном проекте закона произведено уточнение параметров доходной части республиканского бюджета. Общий расход увеличивается на 861 миллион рублей, из которых 543 миллиона рублей – это средства целевой финансовой помощи Российской Федерации в соответствии с перераспределением, большая часть из которых резервируется на следующий год. Это строительство, реконструкция информационно-координационного центра, да, так, по-моему, называется, да, ИКЦ, да, ну, там это межведомственное соглашение, вот, оно подразумевает под собой, ну, наверное, не строительство, а, будем говорить, полный капитальный ремонт, либо модернизацию этого объекта, пока проходила экспертизу, согласование с заинтересованными там органами федеральной власти. Ну и вот, соответственно, объем тоже подлежал корректировке. Владимир Делба подробно остановился на том, куда будут направлены эти 318 миллионов. Вот самые крупные статьи. 54 миллиона рублей Министерству обороны. Режим Лашин Угзарович, здесь в пояснительной записке грифы стоят и режимы, я так полагаю, наверное, вы рассматривали, да, там цели, задачи какие стоят. Это дополнительное финансирование на текущий год. Вот. Генеральная прокуратура, значит, у нас на 10,7. 49 миллионов рублей – это у нас распорядителем Министерства экономики, из которых 4 миллиона внедрение программно-аппаратного комплекса по автоматизации процесса прогнозирования. 25 миллионов рублей для поддержки энергетической отрасли, 25 миллионов рублей, да, для РУП «Черноморэнерго» на поддержку энергетической отрасли. Там поручение президента, значит, есть в этом смысле добавить эти ассигнования. 20 миллионов рублей аналогичное поручение главы государства для нанесения разметок на республиканской трассе, очистка, ну, в общем, деревьев, да, вот это. Законопроект принят в первом чтении. Планируется доработать его в течение недели и принять во втором. Начальник государственно-правового управления администрации президента Нателла Ломия представила проект закона о геодезической и картографической деятельности и пространственных данных. Вообще принятие проекта закона обусловлено тем, что необходимо создавать автоматизированную информационную систему кадастра объектов недвижимости. Принятие проекта закона будет являться правовой системой для создания такого кадастра объекта недвижимости. С учетом того, что проект закона предусматривает ряд изменений и принятие ряда подзаконных актов, которые необходимо принимать на уровне как Кабинета министров, так и уполномоченного органа, отдельные нормы вступают в силу в отдельном исключительном порядке. В целях того, чтобы проект геодезическая картографическая работа проводилась в соответствии с законодательством, необходимо принимать ряд подзаконных нормативно-правовых актов, разрабатывать в том числе республиканскую гравиметрическую сеть, которая требует определенных финансовых затрат, в связи с чем отсрочка срока вступления в силу. Законопроект принят. Также депутаты утвердили бюджетные сметы аппарата уполномоченного по правам человека и контрольной палаты страны. Рассматривались и другие вопросы. Элеонора Гилаян, Саида Гухава, Абаза ТВ. Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Совет Федерации единогласно утвердил указ президента России о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С
Спасательное ведомство отчиталось за 9 месяцев работы. В период курортного сезона из-за неосторожности на воде утонуло 12 человек, 3 гражданина Абхазии и 9 граждан России. В результате проведенных поисковых работ спасено 29 человек, обнаружено 5 погибших. За отчетный период при различных чрезвычайных обстоятельствах спасено 96 человек. Об этом, в частности, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицинин на встрече с премьер-министром Абхазии Александром Манкваб. Кроме того, МЧС республики проводила гуманитарные акции по поддержке мирного населения ДНР и ЛНР, в том числе доставку и размещение в Абхазии беженцев. Александр Анкваб обратил также внимание министра на необходимость улучшения организации работы как отдельных служб, так и министерства в целом по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Председатель Государственного комитета по статистике Кама Гоги и руководитель Федеральной службы государственной статистики Сергей Галкин подписали в Москве план мероприятий в области статистики на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. Также проведены двусторонние переговоры, в ходе которых были намечены основные пункты совместной деятельности и обмена опытом. Во встрече приняли участие с российской стороны глава Росстата Сергей Галкин, заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко и Алексей Горобцов, с абхазской стороны председатель Госкомитета по статистике Кама Гоги, заместитель руководителя Лейла Кочарава, советник-посланник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации Татьяна Гуля. Делегация Госкомитета по статистике находится в Москве с официальной поездкой. Запланирован ряд встреч с российскими коллегами, двусторонние консультации. Военнослужащие подразделения связи военной базы Южного военного округа в Абхазии организовали высокоскоростную цифровую связь в условиях горно-лесистой местности на полигоне Цабал, сообщает пресс-служба ЮВО. Военнослужащие развернули полевой подвижной пункт управления и связи, отработали нормативы по развертыванию и подготовке к работе штатных машин связи. При выполнении задач было задействовано более 50 единиц военной специальной техники, в том числе станции радиосвязи «Артек» на базе БТР-80 и радиорелейной связи Л-1 на базе автомобиля КАМАЗ. Он высек на камне этот образ перед смертью. Спустя 29 лет после гибели командира 4-го батальона героя Абхазии Рауфа Джикерба в ходе военной исторической поисковой экспедиции в селе Нижняя Линдава Сухумского района найден камень с ликом. Боец абхазской армии высек его ножом на камне перед наступлением, в котором погиб 18 сентября 1993 года. Символично, что камень нашли в день его смерти спустя 29 лет. О малоизвестной истории грузино-абхазской войны расскажет Анастасия Никонова. В один день я и Рита Ажиба, моя боевая подруга, мы заметили, что он на камне ножом вырезал фигуру. Мы это увидели, но так как он там засмущался, мы ушли. Кавалер ордена Леона, ветеран ОВНа Индира Малия так вспоминает события 29-летней давности. Тогда, 16 сентября 1993 года, незадолго до победы, бойцы абхазской армии готовились к освобождению столицы. Уже через сутки должна была начаться одна из последних и главных боевых операций. Никто не знал ее исхода и своей участи. В мирной жизни командир 4-го батальона 2-й бригады Рауф Джикерба был далек от войны. Он был художником. Перед боем в месте, где базировался батальон, недалеко от села Нижняя Линдава, он сел у подножья дерева, взял огромный камень, нож и начал высекать образ. Как позже выяснилось, девушке вспоминает его боевая подруга Индира Малия. Первое, я сейчас смутно помню, первое, что мы говорили, что это образ женщины он вырезал. На рассвете 17 сентября 1993 года бойцы 4-го батальона 2-й бригады под командованием Рауфа Джикерба пошли в бой. 18 сентября стало известно, что Рауф Джикерба, комиссар батальона Мирот Гожба и бойцы бригады Алексей Хиндпа, Лаврентий Кубахия и Эдгур Цергуш погибли при выполнении боевой задачи. И вот какими были последние слова Рауфа Джикерба, оставшиеся в памяти боевых друзей. Мой покойный супруг, он после войны как-то говорил, перед тем, как ему погибнуть, мы поднялись в село, и это первый бой. Он, говорит, повернулся ко мне, говорит, Гена, говорит, ты боишься? Я, говорит, сказала ему, нет, не бойся, брат, мы, говорит, победим. Вот это его последние слова, которые
услышал Гена. С тех пор Индира Малия мечтала найти камень с высеченным на нем лицом девушки, который сделал Рауф Джикерба перед смертью. Почти 30 лет эти воспоминания, сам скромный, но сильный духом Рауф, жили в памяти, рассказывает ветеран. Бойцами 4-го батальона 2-й бригады не раз была предпринята попытка найти камень, ведь ежегодно в памятные даты войны бойцы посещают места боевых действий и гибели однополчан. Но 18 сентября 2022 года, в день гибели Рауфа Джикерба, к месту, где он 29 лет назад под деревом высекал образ девушки, отправилась экспедиция, в которой приняли участие ветераны ОВНА, сотрудники Музея боевой славы, Ассоциации молодежи Абхазии АПЕПШ, Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса и сотрудники ЦСН. Вот совершенно случайно уже все были разочарованы тем, что мы не нашли камень. И в этот момент совершенно случайно у нашей коллеги из Абхазо-Абазинского конгресса Шезина Пканба, она нашла этот камень, мы почистили, положили в машину, повезли его на то место, где погиб сам Рауф Джикерба. Затем привезли его в музей, провели соответствующую работу по очистке камня. Удивительно тот момент, что именно наш сотрудник Конгресса Шезина Пканба нашла тот самый камень, на котором рисовал Рауф Джикерба. Мы, безусловно, горды, что являемся частью этой удивительно трогательной истории. И камень Рауфа Джикерба на сегодняшний день является экспозицией нашего Государственного музея боевой славы. Председатель Ассоциации молодежи Абхазии АПЕПШ Саид Куланба, сын ветерана Индиры Малия. История неоконченного рисунка знакома ему с детства. Он рос с воспоминаниями матери о войне и историях ее погибших однополчан, в том числе героя Абхазии Рауфа Джикерба. Как отметил молодой человек, попытка найти камень предпринималась не раз и ранее. Но все было безрезультатно. Почти потеряв надежду найти камень с образом, Саид Куланба и другие молодые люди приняли участие в победной экспедиции. В первую очередь гордость, потому что, знаете, это эмоции не только для молодежи, не только политическое воспитание, это еще и в адрес ветеранов, чтобы ветераны тоже увидели, что нам не все равно, нам не без разницы. Я думаю, им это все тоже понравилось. Вот, например, 4-му батальону мы это показывали, эту камень находку рассказывали, все. Они все были очень рады. Я так обрадовалась, я дальше уже не стала смотреть. Вот когда она рукой провела, меня как будто вот что-то потянуло туда. Я всю ночь, кстати, молилась, чтобы этот камень нашелся. Так, спустя 29 лет, в день гибели героя Абхазии Рауфа Джикерба, камень, на котором он высек лицо девушки, все же нашелся. О ком думал боец-художник перед смертью, кому посвятил свое последнее творение, уже навсегда останется тайной. Камень занял достойное место в Музее боевой славы, где также хранится, возможно, тот самый нож, которым он высек образ девушки, и пропитанная его кровью карта Абхазии, родины, которую он так любил. Зияюбос ушхадука урчапшапуахара утрадади угуртанчна сухойдади упсаша. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Народному артисту Абхазии, кинорежиссеру и сценаристу, директору киностудии «Апсофильм» Вячеславу Аблоте исполнилось 80 лет. Министр культуры Абхазии Даур Ковы, поздравляя юбиляра со знаменательной датой, отметил большой вклад Вячеслава Андреевича в деле становления национального кинематографа. Благодаря вам у нас есть возможность смотреть на абхазском языке известные мультфильмы и шедевры мирового киноискусства, подчеркивается в поздравительном адресе. Даур Ковы пожелал Вячеславу Аблоте здоровья, благополучия и возможностей для реализации новых проектов. Сегодня на канале Абаза ТВ День народного артиста Абхазии, кинорежиссера Вячеслава Аблоте. С 12:30 в эфире интервью, художественные фильмы Аблоте, а также дублированные режиссером картины.
абри напэхэрэж рапхъэпи а фильм псышэу итыхъуу апсо параллы иҟаҵоу апсо бызшәала иҭыҵыз фильмуп. Ажәлар саашәықәыхшоуп, иахьа ишықәсҵит иҳаԥхаз Шаабан Ларба, Шаабан Қиа, Шаабан Ҟәыӷа, ажәлар зегьы мыԥыхьараҿ ҳишьҭан. Уи ахьӡ џьыда иауит аҭауад ихыҭаҳәса ҳәа инапы ианалка ашьҭахь. Аха напэхэрэж абри Фазил Искандеревич Прецлава уи ицқьаны иара аԥсуа ԥарала ԥсуа бызшәала ихазы иҭыху фильму. Аԥсуа фильмҵәҟьа иара иҭнажьыз убриоуп раԥхьатәи афильм зметраж ду. Смотрите передачу с Вячеславом Облоти в проекте «Амта Ялнахас» после новостей. Регулярное информирование общественности и СМИ по актуальным вопросам международной политики входит в обязанности официального представителя МИД Абхазии Виктории Маланья. Об этом она рассказала в интервью «Абсны Пресс». Наш отдел тесно взаимодействует с Департаментом информации и печати МИД России, сказала она. Виктория Маланья также сообщила о том, что в декабре планируется встреча с директором Департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой. Большая утрата. Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты АГУ выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким ученого Виктора Маланзе. После продолжительной тяжелой болезни скончался первый проректор АГУ, кандидат биологических наук, член-корреспондент Международной академии наук и экологии, безопасности человека и природы, член-корреспондент Российской академии космонавтики Циолковского, член орнитологического общества РАН, член Союза охраны птиц России, профессор Виктор Ильич Маланзе. Виктор Ильич учился, преподавал и работал на разных должностях в АГУ с 1976 по 2022 годы. Смотрите репортаж, посвященный памяти Виктора Маланзе. В АГУ сегодня обычный рабочий день. Студенты бегут с пары на пару, решая по дороге учебные и не очень дела. Замедляя шаг только в холле, проходя мимо фотографии первого проректора, профессора, преподавателя биологии Виктора Маланзе. Больше он не прочитает ни одной лекции. Его место занимают его ученики. Для Жанны Топчан Виктор Ильич был не просто преподавателем. Он вдохновил ее на преподавательскую и научную деятельность. Он попросил меня, я даже попросил быть магистром. Я закончила в прошлом году, хотя возраст уже не тот, магистратуру. Я читаю дисциплины Виктора Ильича. Я сначала читала практические занятия только, теперь уже в связи с обстоятельствами читаю лекции. Мы вместе с ним проводили практики. Он был моим преподавателем. Он человек такого ранга и был справедлив во всем со всеми, со студентами, с коллегами. Но как преподаватель это вообще никакое обсуждению не подлежит, как человек был он человеком. Нателла Квиквискири – сотрудник кафедры физиологии человека и животных, однокурсница Виктора Маланзе. Она привела нас в биологический музей, который в АГУ создавал Виктор Ильич. Он был против убийства животных и птиц, но у студентов должны быть наглядные пособия, рассказывает Нателла Львовна. Она вспоминает, что Виктор Маланзе был не очень прилежным студентом, но всегда самым умным. Не пришел на лекцию, что очень редко бывало, но ушел там с ребятами. Но на следующий день вот мы, может быть, девочки сидели, больше учились, а он всегда все знал. Всегда. Вот он мог выкрутиться вот по любому предмету, вот из всех, что мы проходили. Кроме этого, по ее словам, Виктор Маланзе был самым видным на курсе. Он всегда был интересный, высокий, красивый, умный. И у нас всегда были вот стенды о летней практике. Только мы стенд вот сегодня повесим, на следующий день приходим, его фотографии нет. Опять мы приклеим новую фотографию, приходим вот опять на следующий день, именно его фотографии нет. Вот всегда его фотография исчезала вот со... Красивым, умным и очень теплым запомнит Виктора Маланзе все, кто его знал, уверена Нателла Квиквискири. Как-то официально как-то зашла к нему в кабинет, и народ там сидел. Я говорю: Виктор Ильич. И он так поворачивается, говорит: мы же с тобой по-другому общаемся. Говорит: я всегда Витя. Вот это вот как-то остается. Вот теплота его, теплота до последнего дня.
Невозможно говорить о Викторе Маланде в прошедшем времени. Эту фразу произнесли сегодня все, с кем мы встретились. Марина Гогуа возглавляет биолого-географический факультет и много лет работала под началом Виктора Маланде. Как она говорит, Виктор Ильич в ее памяти навсегда останется большим человеком. Для меня, в первую очередь, Виктор Ильич – это пример ученого, вот настоящего мужчины, который смотрит в небо. И среди звуков современного большого города и страны слышит голоса птиц. Для меня Виктор Ильич — человек большой, высокий физически, интеллектуально и духовно. Каким он и останется, я прошу прощения, в сердце каждого, кто имел счастье оказаться на пересечении жизненных дорог с Виктором Ильичем. Лично для меня это пример служения своему Отечеству, своему родному университету, науке. По любым вопросам преподаватели и студенты АГУ обращались к Виктору Ильичу, будь то профессиональная, рабочая, научная или личная проблема. Как говорит Марина Гогуа, ему можно было прийти, пожаловаться на жизнь, получить совет и уже со светлой головой идти решать свои дела. Он разделял невзгоды со всеми, кто к нему обращался. О чем я сожалею больше всего, это о том, что мы его не щадили. Нам казалось, что этот большой, умный, все знающий человек, что невозможно его потерять. Поэтому единственное, о чем я лично сожалею, что мы, может быть, мало его щадили. Виктор Ильич любил науку, рассказывает Марина Гогуа, но много времени уделял организационной работе. Никто лучше него не мог организовать учебный процесс. Виктор Ильич сумел способствовать внедрению всех этих новых тенденций в наши образовательные стандарты. Причем это было не просто новое, это лучшее. Новое, лучшее, проверенное. Причем это делалось очень деликатно, очень профессионально, с учетом наших особенностей, национальных особенностей и проблем нашего образования. Об этом же говорит Роман Дбар, близкий друг и коллега Виктора Маланде. Именно он создавал кафедру экологии и расписывал курсы обучения. Методический, ценнейший опыт, которым он владел, он всегда представлял собой особый интерес. Когда мы создавали кафедру экологии, он в числе этих конструкторов новых специальностей. Лучше него никто не разбирался в таких вещах, как программы курсов, программы специальностей. Роман Дбар говорит о безукоризненности во всем, чего касался Виктор Маланде. Он доводил до совершенства все, за что брался. Это, как говорит Роман Дбар, касалось и работы, и увлечений, и семьи, и дружбы. Нас связывают десятилетия дружбы. И эта потеря оставляет за собой в буквальном смысле зияющую пустоту. Десятилетия дружбы я не припомню ни одного случая, который мог бы хоть в какой-то мельчайшей даже детали настолько он был безукоризненным, как друг, как товарищ. И это потеря и университета, и страны, и очень большого научного сообщества, в которое Виктор Ильич был включен. Больше всего сожалеет Роман Дбар о том, что Виктор Ильич не успел закончить большой научный труд, над которым работал долгие годы. Так и не получилось завершить главный труд его жизни — книгу «Птицы Абхазии». Но это уже долг нас, его друзей, его коллег,
исполнить и завершить эту работу, сделать ее достоянием республики, потому что я не думаю, что в ближайшей перспективе у нас появится ученый такого масштаба, который смог бы сделать нечто подобное. Если сегодня мы говорим о животном мире Абхазии и при этом приводим какие-то детали, связанные с птицами нашей страны, то это абсолютно его заслуга, потому что никто не сделал больше, чем он в этой сфере. Виктору Ильичу было 63 года. Для ученого это молодой возраст. Он мог успеть еще очень много и в профессии, и в науке. Хотя успел пройти практически весь возможный карьерный путь. После себя он оставил методики, новые знания и открытия. Но самое главное – теплоту, которую хранит всякий, кто сталкивался с ним хоть раз. Марьяна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. В связи с кончиной видного деятеля науки и высшего образования Абхазии Виктора Маландзе премьер-министр республики Александр Анкваб подписал распоряжение об организации похорон. Председателем комиссии по организации похорон назначен ректор Абхазского государственного университета, академик Раен Олег Угварами. Министерство культуры Абхазии выражает искренние соболезнования родным и близким по случаю смерти бывшего солиста государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии, заслуженного артиста Абхазии Аркадия Чичикоевича Аршба. Всю свою жизнь Аркадий Аршба посвятил служению искусству, был безгранично предан любимой профессии. Память о нем навсегда останется в сердцах близких и коллег, говорится в сообщении Министерства культуры. 25 лет Аркадий Аршба проработал в государственном ансамбле народной песни и танца Республики Абхазия. Творческая деятельность Аркадия Аршба включает годы работы в Министерстве культуры в известных ансамблях республики. Даже после ухода на пенсию он всегда с трепетом относился к коллегам и радовался их успехам. Друзья вспоминают его статным и талантливым артистом с мягким характером. Ханижи жаха шуксезен, ансамбляча, осура халаги. Ансамбляша хоряко шерижлар ансамбляча, Васил Сергуш яхагилаз ансамбляча. Убрияшек синаргна, яхава журанза, хайвизцан, хайшцан, Аркадий. И пшра, и саха, и оюща, и казча, апсумата, и шцана, и хтарпа, и хацана, сцена Данукова, ажлар иршанха, зкиши ханижи, жавшукса, Польша, Германия, Западный Берлин, Аргентина, Мексика, Франция, Италия, Африка, Хаксаззеге, коллектива Джейсимша, Рокутат Галан. Аказарату Хозер Аркадий Чкуна Пшизан. Лирика Башарача, Ачуит Сферу Башараха, Ачувача Хозахизуача, Нартача. Героика тухома, лирика тухома, заху галаги Аркадий юкчом. Еха джарах сома пшера денсазаштеха. Даззауа на коллектив. Ансамбль шпоо, ансамбль шпаце, бзиен шама. Лыхима замыз. Ансамбль аше хоряко шарьома, ансамбль чератына чуаги шуксывысивы дома. Кавказома ерезилыхы казамыз. Ари апсу ансамбльква зигбзиебон, зигбаторукуйцон, зигрила выстханатхан. Ярласна ханежиж башуксы кайцари тахан. Хабстазара, высы калай. Дахемцы, еринеймцыз, таатфенерцу, хочкенерцу, мотоцвенцу, цвяйцан. Упсетинчхат, Аркадий Гразер, Себабсенцвитер. Похороны заслуженного артиста Аркадия Аршба состоятся 20 октября.
Журналисты Асмат Цвижба, Гугут Савардани, Алексей Шамба и Саида Цвижба стали лауреатами конкурса «Взгляд». Первый конкурс на лучшее освещение деятельности России в Абхазии организовало представительство Россотрудничества. На конкурс были представлены 22 работы от 17 участников, не только работающих журналистов, но и студентов АГУ и выпускников школы журналистики Амелии Бисмарк. На церемонии награждения побывала Надежда Боровикова. Впервые в этом году представительство Россотрудничества инициировало конкурс для журналистского сообщества на лучшее освещение деятельности России в Абхазии. Цели конкурса – развитие традиций качественной деловой и научной журналистики, поиск молодых и перспективных журналистов, содействие формированию нового поколения профессионалов. Для нас это было очень важно по причине того, что сейчас, конечно же, очень непростые ситуации в стране и очень непростая ситуация в мире. И в нынешних условиях очень важно, чтобы, по крайней мере, журналистское сообщество могло доносить объективный взгляд на то, что происходит вокруг, особенно когда сейчас очень много вокруг нас фейков. И мне кажется, что именно от журналистов в первую очередь зависит то, каким образом мы сможем донести. Я не думаю, что можно говорить слово «правда», потому что правда, она бывает разная. Но, по крайней мере, быть объективными относительно того, что происходит вокруг, и донести это до всего сообщества. На конкурс было подано 22 работы от 17 участников. В жюри секретарь Союза журналистов Заира Цвижба, руководитель Апсны пресс Манана Гургулия, директор «Спутник Абхазия» Руслан Дганба, зав. Кафедрой журналистики АГУ Гурам Амкуап и директор АГТРК Ирина Агарба. Мы старались быть объективными. Я очень надеюсь, что этот конкурс объявлен как ежегодный. Значит, такая важная, интересная, творческая площадка для серьезной конкуренции среди журналистского сообщества. Она будет работать и будет мотивировать и молодых журналистов, и опытных журналистов, профессионалов. С приветственным и напутственным словом к участникам конкурса и гостям церемонии обратились глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия и член Общественной палаты Сократ Джинджолия. Очень необходимо нам быть в единстве. Род человеческий, он с каждым годом разделяется. Кто-то по религиозному соображению, кто-то по политическим, кто-то по экономическим. Это неправильно. Мы должны быть вместе все. И всем дано. 2022 года тому назад Бог Отец послал Сына Своего и открыл нам Троицу единосущную нераздельную. И все живите в мире и согласии, каждый на своем языке. Свобода Богом данная, оно является абсолютом. Абсолют – это Бог. И дай Бог, чтобы люди научились, особенно вот средства массовой информации, чтобы давать информацию правильную. Правда, она одна, двух не может быть. Поэтому дай Бог, чтобы мы все стремились к этой правде. А правда, она есть, и она, никто ее не отменял, эту правду. Спасибо Россотрудничеству, его руководителю Дмитрию Геннадьевичу, что вот такая инициатива была проявлена. И значит, наше журналистское сообщество было нацелено на создание каких-то творческих произведений, которые вот имидж России в Абхазии как бы раскрывали. Правда, особых стараний тут не нужно делать, потому что все на виду, все видно. Так сказать, у нас, знаете, дружба эта, о которой постоянно говорим, она ведь не сегодня родилась, она была. И наше дело, дело молодежи, просто продолжить то самое, не испоганить, извините за это слово, значит, разными, знаете, какими-то кривыми выступлениями. Там сейчас всякое можно прочитать обо всех, обо всем, но для того, чтобы найти, значит, тропинку правильную во всей этой, значит, каше, конечно, такие конкурсы нужно проводить. Председатель Союза журналистов Руслан Хашик выступил с докладом на тему «Информационная война в период грузино-абхазского конфликта. Роль СМИ, уровень сотрудничества российских и абхазских журналистов во время войны». Мы обязаны были быть достойны, то есть я имею в виду журналистов, тому подвигу, который совершали наши соотечественники, защищая Отечество.
Мы были обязаны быть достойны нашим политикам, которые совершали чудо. И они уже приступили к этой информационной войне. И вот мы должны были использовать все существующие каналы информационные и выполнить эту задачу. И к нашему счастью, вот в это время, в очень ответственное историческое время, российские наши коллеги стали рядом. Чем больше российская журналистика совместно с абхазскими журналистами освещали реальные, объективно события, которые происходили на фронтах, в гуманитарной сфере, мы видим влияние на высшее руководство России и понимание ситуации и необходимость более принципиально занять позицию по урегулированию конфликта. Еще один доклад представила основательница и директор школы журналистики, член Союза журналистов Амелия Бисмарк. Она рассказала о своем пути в профессии и о том, как применить творческие способности в журналистике. Я считаю, что очень важно в определенное время вовремя заметить в себе творческие какие-то способности, при помощи которых мы себя выражаем, и направить их в правильное русло. Я считаю, что для журналиста, это по моему мнению, самое важное — любить писать. Если вы любите писать, умеете писать, то перед вами открывается широкий спектр творческих специальностей от педагога, писателя, сценариста, режиссера. Естественно, журналистика в этом списке. Но в журналистике уметь писать — это одновременно очень много, но недостаточно. Для того, чтобы быть успешным журналистом, нужно уметь обрекать свои мысли в письменном виде в правильную форму. И для каждого жанра журналистики существует своя определенная форма. Но тут еще важно соблюсти правила и не потерять свою индивидуальность. Для того, чтобы у вас это получилось, вам должно повезти, и вы должны встретить на своем пути хороших педагогов. Мне в этом повезло, я считаю. Я таких людей встретила. Автором лучшего информационного материала, по мнению жюри, стала Асмат Свижба, журналист информагентства «Спутник Абхазия» за цикл материалов о беженцах Донбасса. Асмат Свижба работает в «Спутнике», как я понимаю. Она написала цикл, можно сказать, очерков, эссе, рассказов, но в котором очень интересная и тонкая информация, очень актуальная. Речь идет о людях из Донбасса. Вы понимаете, тема насколько актуальна. Все написано, скажем так, очень взвешенно, очень тонко и очень аккуратно. В номинации «Лучший дебют» победил корреспондент Апсны-пресс Алексей Шамба. Автором лучшего аналитического материала стала Гугуца Вардания, журналист абхазской гостелерадиокомпании, за репортаж о культурных связях России и Абхазии. Саида Жиба, колумнист «Спутник Абхазия», получила приз за лучшую публикацию художественно-публицистического жанра. Работы ее были выполнены на абхазском языке. Вообще в этом проекте, слава богу, что государственный язык не ущемляется, и было принято, кстати, было немало работ на абхазском языке, особенно наши студенты журфака АГУ, все работы были на абхазском языке. Да, вот что касается работы Саиды Жиба, это интересные очерки, они посвящены ветеранам войны. В зале, где состоялась церемония награждения, также была представлена выставка работ фотографов, фотокорреспондентов и просто фотолюбителей. В частности, работы Эльзы Чанба, Ибрагима Чкадуа, Ирины Скоряковой, Леона Агрба, Ланы Апшилава и Владимира Попова. Конкурс «Взгляд» от представительства Россотрудничества, вероятно, станет ежегодным. Надежда Боровикова, Саида Гухава, Абаза ТВ.
Абхазские кондитеры принимают участие в третьем международном конкурсе пекарей и кондитеров. Он проводится с 19 по 20 октября на ВДНХ в Москве, сообщает Апсны пресс. Кондитерам предстоит создать картины из шоколада и скульптуры из теста, а также приготовить пироги. Конкурс организует школа шоколада Елены Сучковой при поддержке Российской гильдии пекарей и кондитеров. Конкурсантов ждут профессиональные мастер-классы из дегустации, на которых эксперты поделятся своим опытом и знаниями. Всего в конкурсе принимают участие до 100 кондитеров из России, Белоруссии и Абхазии. К спортивным новостям. Борцы из Абхазии заняли 1 первое и 3 третьих места на турнире в Ставрополе. Об этом сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. В турнире приняли участие 400 сильнейших команд Кавказа, Ставропольского края, Ростовской области и Краснодарского края. 3 третьих места заняли спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта администрации Сухума. Никита Лежа в весовой категории 44 килограмма, Сандро Жиба в весовой категории 36 килограммов, Нестор Орлан в весовой категории 39 килограммов. Спортсмен из Ткуарчала Вахтанг Акаба стал первым в весовой категории 71 килограмм. Открытый межрегиональный турнир прошел в Ставрополе с 14 по 16 октября. Батал Чежи проведет бой за титул чемпиона России, сообщает Федерация профессионального бокса Абхазии. Соперником Батала будет Максим Смирнов из Перми. Бой пройдет 29 октября в Москве на арене Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Бой за титул чемпиона России пройдет в рамках вечера бокса, организатором которой выступили промоутерские компании «Мир бокса» и «Гранд Промоушен» при поддержке благотворительного фонда имени Андрея Андреева. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч». В завершении выпуска прогноз погоды. – 20 октября погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, на море смерч. Атмосферное давление нестабильное, температура воздуха ночью 13-18, днем 12-17. Температура морской воды 20 градусов, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.